Имя Вадима Судакова вошло в историю российской и отечественной музыки. Он стал одним из героев культурного ренессанса, который переживала Россия в середине 20 века. Именно тогда из забвения были вызваны шедевры старинной духовной музыки, а в исполнительстве появилась новая форма – камерный хор. Профессионализм и творческая смелость руководили дирижером, впервые исполнившим сочинения таких мастеров, как Палестрина, Лассо, Шуц, Монтеверди. Будучи всегда и во всем смелым новатором, Вадим Судаков в течение своей яркой творческой жизни явился создателем многих хоровых коллективов – Московской капеллы мальчиков, камерного хора Института имени Гнесиных. А в 1973 году молодой московский дирижер стал руководителем Государственной хоровой капеллы Абхазии. Проработав в нашей стране около 9 лет, Вадим Судаков заложил прочные основы исполнительского мастерства. Руководимая им Государственная хоровая капелла Абхазии достигла высокого профессионального уровня. Участвовала во многих музыкальных фестивалях. Именно с именем Вадима Судакова связано становление нашего знаменитого песенного коллектива. Один из лучших дирижеров он был наравне с Мининым, с Поповым. Это плеяда, та плеяда дирижеров, которые с детства воспитывались в этой атмосфере. Потом у него замечательная семья была. Мама была педагогом Гнесинки, так что и вообще могу говорить бесконечно об этом человеке. Как о человеке и как о дирижере. И сколько он сделал для развития капеллы и вообще профессионального хорового пения в Абхазии, сколько он сделал. Он впервые записал пластинку из 12 произведений абхазских композиторов и народных обработках песни. Вот тогда мы тоже ездили в Москву, и мы записывали пластинку. Я думаю, что те звания, что он имел, заслуженный деятель искусства Абхазии, Грузии, России, он заслужил, и он почетный житель Абхазии. Это звание тоже он заслужил. Он в работе был строгий, очень строгий был. А так за столом там пикники бывали, вот, и часто вот очень. А там он как друзья мы с ними были. Он в поте лица работал. Я на всю жизнь это запомнил. Мне не сейчас, я тоже не молодой, мне под 70 лет. За все это время я такого дирижера не встречал, честно говоря. В 1992 году Вадим Судаков основал новый коллектив – Государственную концертную капеллу Москвы. И уже русские солисты на своих концертах исполняли абхазскую песнь о ранении. Вадима Судакова нет уже больше 10 лет, но его творческий путь продолжает его сын, заслуженный артист России и Абхазии Анатолий Судаков. Он, как и его отец, является большим другом Абхазии. Сейчас он постоянно проживает в Москве. Мы связались по телефону с Анатолием Вадимовичем. Самым плодотворным и ярким периодом в жизни Вадима Судакова было то время, которое он провел в Абхазии, став одним целым с Государственной хоровой капеллой, вспоминает Анатолий. За почти 10 лет работы в Абхазии капелла Абхазии объехала практически весь Советский Союз с гастрольными поездками, где наряду с лучшими образцами классической музыки с успехом звучали произведения абхазских композиторов, таких как Раждена Гумбы, Алексея Чичбы и многих других, а также абхазские народные песни в профессиональных хоровых обработках моего отца. Он очень любил абхазский народ и его культуру. И после переезда в Москву, возглавив капеллу Москвы, уже после войны приезжал в Абхазию с гастролями московской капеллы.
Мы продолжаем эти традиции, тоже часто приезжаем с сольными концертами в республику и участвуем в проектах Министерства культуры Абхазии и филармонии. Без сомнения, Вадим Анатольевич Судаков – мастер хорового дирижирования, виртуозно владевший дирижерской техникой, внес значительный вклад в музыкальную культуру России и Абхазии. Поистине неоценимы его заслуги в развитии абхазской музыки в жанре академического хорового пения. И это позволяет нам говорить о том, что имя Вадима Судакова навсегда останется в истории абхазской музыкальной культуры. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.